Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії ми вітаємо Андреаса Умбланда, старшого наукового співробітника Інституту євроатлантичного співробітництва. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, що 9 німецьких депутатів з 3 регіональних парламентів Німеччини ввечері 3 лютого приїхали в окупований Крим. До складу делегації, яка пробуде в Криму з 3 по 9 лютого, тобто вже візит майже закінчується, увійшли депутати від партії «Альтернатива для Німеччини» з 3 регіональних парламентів країни – Берліну, Бранденбургу та Рейн-Вестфалії. Отже, це не є народні депутати, так як в нас кажуть в Україні, вони не є Верховної Ради депутати, це є місцеві регіональні парламенти. Взагалі, як бачать цю ситуацію в Німеччині? Позиція Німеччини є досить жорсткою щодо Криму, так, є накладені санкції, і депутати Бундестагу, і взагалі німецькі політики стараються дотримуватися правил, дотримуватися закону. Але от місцеві депутати приїхали. Наскільки серйозним взагалі можна вважати цей візит? По-перше, я вибачаюсь, що я буду говорити російською, мені трохи легше російською. Ну, це нужно связывать вот именно с партией, из которой эти депутаты. Это альтернатива для Германии, которая является и всегда являлась пророссийской партией, которая, как и другие праворадикальные партии Европейского Союза, имеет свои отношения с путинским режимом, и которая таким образом вот как бы подтверждает вот эти особые отношения. У австрийской правопопулистской партии, так называемой свободной партии Австрии, даже есть договор с Единой Россией, с партией Путина. И альтернатива для Германии, видимо, сейчас следует этому примеру. И вот с другой стороны, я думаю, Кремль тоже заинтересован в приездах таких вот депутатов, пусть местных или региональных парламентов, а не Бундестага, федерального парламента. Но, тем не менее, это как бы повышает статус Крыма, что вот представители, политические представители, избранные на региональном уровне, посещают Крым. Это давняя политика Кремля, который вот старается как можно больше представителей западной политики, бизнеса приглашать в Крым и таким образом как бы подорвать вот этот санкционный режим, который существует в отношении Криму. На загал німецьке суспільство знає, що це за депутати і кого вони підтримують. Так, були розслідування навіть журналістські, які повідомляли, що ці партії фактично фінансуються Кремлем. Ну, насколько мне известно, это не доказано, что там действительно есть финансирование от Кремля, есть подозрения. Мы только... Ну, тобто журналисты робили підозри, так? Да, я бы это так выразил. Насколько я знаю, нет каких-то однозначных доказательств. Другое дело, скажем, с французскими правыми радикалами или венгерскими, там есть более ясные сигналы этого. Но мы имеем множество всяких высказываний этой партии, высших представителей тоже депутатов Бундестага, где, например, заместитель председателя этой партии Гауланд считает, что Крым – это древнерусская территория, и поэтому вот эту аннексию нужно принимать и отменить санкции. То есть это такая, в общем-то, уже известная позиция этой партии, что она за Путина. Как и, кстати, еще более радикальная партия, так называемая национал-демократическая партия Германии, это такая на грани нацистская, неонацистская партия, которая тоже имеет очень доброжелательные отношения с Кремлем. Кстати, между этой партией и партией «Свобода» Украины были когда-то тоже такие отношения на короткий период. Посол України в Німеччині Андрій Мельник, так, він направив до МЗС Німеччини, Міністерства закордонних справ, ноту протесту у зв'язку з незаконним візитом. А також він додав, що зухвале нехтування законами України матиме для порушника-рецидивіста плачевні юридичні наслідки, написав посол України в Німеччині. Прокуратура Автономної Республіки Крим також відкрила кримінальне провадження щодо візиту німецьких депутатів до Криму. Якщо ми говоримо про плачевні юридичні наслідки, це
реально, чи це просто от така собі нота протесту, і посол України в Німеччині сказав, бо мусив так сказати? Взагалі, в Німеччині якось можуть бути покарані ці депутати чи ні? Ну, я не юрист, это, видимо, вопрос международного права. Ну, я так предполагаю, что это просто будет означать, что эти депутаты уже не смогут в Украину въехать, потому что они не, как бы, неправильным путем приехали уже на территорию Украины. Насколько это будет иметь потом действительно для этих депутатов более далеко идущие последствия, я не знаю. Если бы Украина удалось бы как-то выйти на Интерпол через свои структуры касательно этого визита, это было бы, конечно, очень хороший сигнал, и это бы насторожило вот, представителей этой партии касательно их сотрудничества с Россией. Якщо ми говоримо про німецьке суспільство на загал розуміє, що відбулося в Криму в 2014 році, і взагалі як воно бачить усю цю українську ситуацію, і українсько-російські відносини, і українсько-європейські відносини? Ну, на это нет однозначного ответа. Все-таки нужно учитывать, что немецкое общество очень мало знает об Украине и об этой всей постсоветской ситуации. И Россия распространяла вот свой дискурс, что якобы там была угроза для русских и русскоговорящих в Крыму, и что таким образом это была якобы гуманитарная интервенция со стороны России. Но все-таки политически и у некоторых это воспринимали, это дискурс, и что это исторически русская территория и так далее. Некоторые воспринимали этот дискурс, но все-таки для немцев было большим шоком вот такое явное нарушение международного права и всевозможных международных двухсторонних и многосторонних соглашений. И именно вот это нарушение международного права и порядка после окончания холодной войны, это был шок, и это, собственно, и привело к тому, что Германия стала в отношении России в контексте Европейского Союза скорее ястребом, чем голубем. То есть до аннексии Крыма Германия была таким относительно пророссийским, я бы сказал, государством внутри Европейского Союза. И это вот весной, летом 2014 года резко изменилось. И сегодня, вот что касается продолжения санкций, Германия скорее вот выступает ястребом. От Німеччина є однією з країн фактично стовпів Європейського Союзу, там не тільки потужна економіка, але вони фактично задають гру, політичну гру всьому Європейському Союзу, так? Две країни. Не можно так говорить, так нет, же? я бы не сказал. Да, конечно, немецкая экономика самая большая, но ни немецкие амбиции, ни структура Европейского Союза, они не позволяют сказать, чтобы Германия играла такую уж доминирующую роль. Она сейчас просто стала тоже ввиду относительной слабости Франции, Италии, выхода Великобритании, политический вес Германии поднялся. Хотя сейчас, скажем, Франция уже опять занимает свою старую роль так равного партнера Германии в Европейском Союзе. Но такой доминации, скажем, как России в Евразийском Союзе никогда не было. То есть Евразийский экономический союз это в принципе Россия плюс. Да? Это вот Россия плюс вот эти маленькие государства вокруг. В Европейском Союзе нет такой. То есть Германия, да, она самая большая. И вот сейчас, когда уйдет Великобритания, ее вес еще увеличился. Но тем не менее это все-таки такое создание, где и маленькие государства имеют относительно большое влияние. Наскільки є проблематичними санкції проти Росії для Німеччини? Так? Тому що для багатьох західноєвропейських держав це удар по економіці. Дуже сильний. Так? Ми говоримо про Італію, ми говоримо про Іспанію, наприклад, чи інші країни. Наскільки Німеччина страждає від санкцій?
які накладені проти Росії? Это в Германии очень спорный вопрос. Там всевозможные исследования и цифры называются. Проблема в том, что введение этих санкций совпало с упадением цен на энергоносители, в частности на нефть и на газ. И тем самым вся внешняя торговля России упала. Не только со странами Европейского Союза, но и даже со странами Евразийского Союза, где нет таможенных границ. И поэтому очень трудно оценить относительный вес санкций в этом упадке европейско-российской торговли. Ну, как мне кажется, для Германии это был все-таки не такой большой фактор, и Германия сумела просто частично ту торговлю, которую она потеряла с Россией, перенаправить в другие направления. И, собственно, тут, наверное, для таких стран, как Испания или Италия, больше сыграли роль российские контрсанкции касательно введения ввоза еды, сельскохозяйственной продукции. Да. Было это контрсанкции, и они, наверное, все-таки сыграли в конечном счете большую роль для некоторых европейских стран, в частности для южних. От минулого тижня були повідомлення, наприклад, також про це говорили в Україні, що, виявляється, Volkswagen досі працює в Криму, так? Про Volkswagen я ще не слышал. Називалося Adidas, буде перевірятися, наприклад, Adidas, Volkswagen, Mango, іспанський і так далі, те, що вони працюють у Криму. Так, наскільки принцип там політичний і демократичний для великих компаній є важливим в Німеччині? Чи все-таки економічний мотив є важливішим? Да, это нужно понимать Украине, что это немецкое сотрудничество, промышленное сотрудничество с Россией, оно диктуется экономическими законами и не законами морали, этики и даже иногда даже не международного права, потому что компании стараются обойти международное право. И, собственно, так и есть, что такие компании, экономические предприятия не только в Германии, во всем мире, это не правозащитные организации. То есть у них есть свои интересы, и они по своей логике оперируют. И для Украины здесь, я думаю, стоит задача, чтобы свои отношения развивать с немецкой экономики, и тогда и заинтересованность немецкой экономики в снятии санкций или в обходе санкций будет снижаться. Сейчас просто так, что, к сожалению, все еще немецко-российское экономическое сотрудничество превышает в несколько раз немецко-украинское сотрудничество, и поэтому организации немецкой индустрии, промышленности, они выступают за снятие санкций, и эти компании, они стараются обходить санкции. Я зараз дивлюся, так, на уточнення, чи я не помилився, так, Volkswagen, Adidas, Puma, DHL працюють в окупованому Криму, і про це говорив начальник управління з питань Автономної Республіки Крим і Севастополя, Міністерства тимчасово окупованих територій Сергій Мокринюк. Так, він згадував також Volkswagen, і я вас запитую, якщо ми говоримо про політиків німецьких, так, існує якась така більшість, яка виступає за чітке продовження санкцій і боротьби проти Росії, так, через питання Криму і Сходу, так, чи це все-таки Меркель, Ангела Меркель, яка, в принципі, може задавати тон цьому всьому? Ну, я бы не стал отрицать роль Меркель и личную роль Меркель, но, тем не менее, я думаю, тут все-таки есть некий консенсус немецкого политического мейнстрима главных партий. То есть христианские демократы, зеленые, свободные демократы и зеленые, свободные и социал-демократы. И там есть нюансы между этими партиями. Тоже внутри этих партий есть разные фракции касательно этого. Скажем, у либерал-демократов есть один такой довольно пророссийский, я бы сказал, политик Кубики. Но хотя партия довольно такая жесткая, выступает за сохранение международного права. Но все-таки в целом, я бы сказал, мейнстрим, он коренным образом видение политического мейнстрима на Россию
после 2014 года изменилось, и это сейчас отражается в том, что каждые полгода, когда нужно продолжать санкции Европейского Союза, Германия является главной силой в продолжении вот этого санкционного режиму. Коли відбулася анексія Криму, дехто з аналітиків, експертів, вони говорили, що це, що відбулося з Кримом, так, анексія, що інша країна просто захотіла і забрала, за великим рахунком, що це є дуже жахлива річ, яка не траплялася фактично від Другої світової війни. Так? І тоді, в 2014 році, коли я читав аналітичні огляди, експерти говорили про те, що Європа ще до кінця не усвідомила те, що сталося. Тобто вони говорили про те, що фактично міжнародне право фактично знищено цією дією Росії, і ми не можемо говорити ні про роль міжнародної організації, ні про що. Прийшли, захотіли, забрали. І так само хтось інший колись також може прийти і забрати, бачачи цей приклад. На вашу думку, в 2018 році Європа зрозуміла, що сталося, і розуміє на даному етапі чи ні? Ну, опять же, это нельзя так однозначно сказать. Тут нельзя забыть, что все-таки для восприятия, скажем, многих западных европейцев Украина и Крым и Россия – это все очень далеко. Хоча це не так далеко. Але принаймні в Європі розуміють різницю вже на даному етапі Україна, Росія. Я чому вас запитую, так? Да, это сейчас, я думаю, это понимаю. Аж після анексії Криму, так? Да, да. Вот это стало и вот с этой войной, и через оранжевую революцию. В принципе, уже во время, я думаю, оранжевой революции уже Украина, она на себя как бы такое получила внимание, которое очень отличалось от внимания к России. Потом, конечно, в результате Евромайдана и войны это еще усилилось. Но, тем не менее, все-таки вот восприятие, к сожалению, многих западных европейцев, это все очень далеко, и это как бы не касается Европейского Союза. Это такое есть, к сожалению, восприятие. Хотя вот многие люди, которые знают как бы логику международного права и так далее, они это понимают, вот, насколько это все опасно, что это тоже нарушает режим нераспространения ядерного оружия, потому что Украина отдала тогда свое ядерное оружие, был вот этот известный Будапештский меморандум и так далее. И поэтому, собственно, и были введены эти санкции. Но вот в санкционировании Крыма они относительно жесткие и далеко идущие. То есть вот есть вот эти исключения, которые вы назвали. Но сейчас, видимо, и в Германии, и в Европейском Союзе будет некое давление на эти компании, чтобы они ушли из Крыма. То есть, но с другой стороны, а что Европейский Союз может сделать? Да? Что есть вот как бы военное вмешательство исключается, да, есть, наверное, больше экономических рычагов, которым Европейский Союз мог бы применить, но есть группы интересов внутри Европейского Союза, энергетические, скажем, компании, которые лоббируют против ужесточения санкционного режима. И вокруг этого есть тоже такая риторика, что мы как бы зависимы от российской нефти, от российского газа, и поэтому мы ничего не можем сделать, потому что мы там все замерзнем, если мы вступим в торговую войну с Россией. Я думаю, это все преувеличено, но это такая аргументация, которая довольно популярна, к сожалению, особенно в Западной Европе. Меньше в Восточной Европе, хотя Восточная Европа, скажем, от санкционного режима больше пострадала, чем Западная Европа. То есть там Прибалтика, Польша, они очень много потеряли из-за санкционного режима, но они согласны с этими потерями. Для них вот этот ответ России важнее, чем их собственные экономические интересы. Сьогодні німецька газета «Більд» з посиланням на проект коаліційної угоди написала про те, що Міністерство закордонних справ Німеччини очолить глава соціал-демократичної партії Мартін Шульц. Так? Да. Ця новина вийшла сьогодні, також українські ЗМІ передрукували її. Наскільки зміниться політика Німеччини, якщо Мартін Шульц справді очолить МЗС? Чи це вже доконаний факт, він його очолить?
Ну, тут еще это не совсем решено. Там еще есть такой момент, что социал-демократическая партия еще хочет провести внутри партийный опрос касательно этой новой коалиции. И там еще могут быть всякие сюрпризы. И тоже не совсем еще понятно, действительно, станет ли Мартин Шульц министром иностранных дел, потому что тогда, видимо, ему бы пришлось отказаться от поста председателя социал-демократической партии. Хотя это все еще как бы сейчас так, только первые сигналы, и там еще разные могут быть и развития. Я не думаю, что будет каких-то кардинальных изменений, потому что в течение уже многих лет Министерство иностранных дел Германии находится под контролем социал-демократов. Сначала это был министр Франк-Вальтер Штайнмайер, потом Зигмар Габриэль, теперь вот Мартин Шульц будет. И это, в общем-то, будет означать, что будет континуитет касательно внешней политики. Может быть, ввиду того, что Мартин Шульц имеет такое европейское прошлое, то есть он работал долго в Европейском парламенте, в том числе и как спикер Европейского парламента несколько лет, усилится как бы европейское направление Германии, немецкой внешней политики. Но для украино-немецких отношений я не ожидаю каких-то больших сдвигов, поскольку вот мы, в принципе, остаемся при старой ситуации. Некоторые персонажи меняются, но коалиция та же самая, и она, видимо, будет проводить ту же самую політику. На початку нашої розмови ви зазначили, що становище Франції починає зараз змінюватися. Так, Німеччина і Франція є одні з найважливіших країн, в тому числі і для України в Європі, тому що вони також беруть участь в мінському процесі. Еммануель Макрон, так, вже зараз почали говорити, що він починає перебирати роль лідера на відміну від Ангели Меркель Європи. Ви погоджуєтеся з тим твердженням чи ні? Французький президент. Ну, может быть, да, он как бы... Ну, ніхто ж не заперечує, Ангела Меркель – це на даному етапі політик номер один в Європі. Да, наверное, это так. Ну, я бы скорее так сказал, что вот в последние годы было так, поскольку у Франции была вот такая политическая неразбериха, исчезали старые партии, появилось вот это новое движение Макрона, была вот эта праворадикальная угроза от Марин Ле Пен, и тоже был некоторый тупик в экономическом развитии во Франции. И сейчас вот за последний год Макрону удалось все-таки пробить некоторые экономические реформы, и он тоже в своей риторике, в своих речах, он такой довольно привлекательный оказался политик, и люди его слушают, и он действительно сейчас, я бы сказал, скорее выравнял опять вот эту, в этом дуэте Германии и Франции, роль Франции сейчас поднимается. И особенно она будет дальше подниматься, если эти реформы экономические окажутся успешными, и тогда Франция опять будет себя более уверенно чувствовать на международной арене. Коли ми говоримо про позицію Європи на загал щодо санкцій, так, в Україні також говорять про те, політики українські, експерти, вони кажуть про те, що позиція щодо санкцій і щодо України, Європи є досить слабкою, так, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Якщо ви погоджуєтесь з цим твердженням, то чому? Економіка? Да, да, просто для Америки, так сказать, ставки в санкционной политике намного меньше, чем для Европы, там намного меньше торговли, и для американской экономики, в общем-то, Россия играет минимальную роль. Россия не играет большую роль для европейской экономики, но тем не менее там есть большие компании, в частности энергетические компании, которые торгуют интенсивно с Россией, там большие деньги крутятся, и которые активно лоббируют в Европейском Союзе и в Германии за, вот, например, Nord Stream 2. И я думаю, тоже европейцы более боязливые. Частично это оправдано тем, что ЕС ближе к России, или к центральной России, чем США, но это частично
и объясняется тем, что вот вообще, так сказать, Европа более пацифистская, это Европейский Союз, это не военный союз, и поэтому есть другой подход к международной политике, и там скорее надежда на то, что в конечном счете все-таки Россия переосмыслит свои национальные интересы и будет опять сотрудничать с Европой, и вот через такое вот хорошее развитие, оптимистическое развитие будет тоже восстановление суверенітету України. Можливо, ви читали статтю, яка вийшла у виданні «Київпост» британського експерта Глена Гранта. Читали? Я, кажется, тільки оглавлення. Так, дуже багато говорили про цю статтю і взагалі про тези Глена Гранта. І він, зокрема, говорить, що, наприклад, зараз з війною на Сході між Україною і Росією, Росія просто вичікує і має час, щоб перебудувати свою армію, щоб наростити потужності в Криму, військові і так далі. І теоретично він говорить, що якщо Україна не буде приймати якихось кроків щодо цього всього, за 3 роки Путін зможе піти війною на Україну. Він просто бере час, щоб перебудувати взагалі обороноздатність своєї країни, військо, армію на загал. Что вы думаете про это? Да, к сожалению, такой риск. Я об этом тоже сам писал, и что это нельзя исключать. Это такой апокалиптический, я бы сказал, сценарий. И я вот в частности писал о том, что случится, если этот Керченский мост, скажем, не будет успешно построен, или если он не будет функционировать так, как это задумано, то есть, к сожалению, такая опасность. Ну и вся как бы понимание безопасности, оно всегда исходит из наихудших сценариев. И поэтому Украине нужно да, готовиться. Я думаю, что проблема в том, что Украина не может сама стать серьезным военным соперником для России. Она может она должна вооружаться, и она должна получать оружие от Запада. Я всегда за это выступал, но это тоже некая иллюзия, я думаю, в Украине, что Украину можно сделать военной сверхдержавой, которая могла бы действительно противостоять. То есть Украине нужно искать союзники. И восприятие, по крайней мере, в России должно возникнуть, что если она начнет такую большую войну с Украиной, что это будет не только война с Украиной, что это будет война с неким союзом, и тогда, наверное, будут все-таки люди в Москве, которые будут говорить, ну вот, там, скажем, с Молдовой или Грузией или Украиной мы как-то справились в этих своих войнах, но вот с каким-то более значимым союзом, восточноевропейским, скажем, для нас будут, ну, это, тем не менее, Россия остается ядерной сверхдержавой, и, так сказать, она имеет тут большое пространство для маневра, но чем больше будет какой-то союз вокруг Украины, тем лучше или тем выше будут как бы расходы или риски для России, и тем меньше будет вероятность такого апокаліптичного сценарія. В цьому році в Росії мають відбутися президентські вибори, так? І фактично за президента буде де-факто голосувати анексований півострів, так? Буде вибирати президента Росії. Захід не визнає анексії, так? Взагалі, які дії можуть бути під час цієї кампанії, наприклад, не знаю, міжнародних організацій, окремо країн, коли там будуть показувати в засобах масової інформації, що люди йдуть і голосують, і вибирають президента, яка де-юре є невизнана Заходом як частина Російської Федерації. Ну, что может Запад сделать? То есть это будет просто повторение. То есть западная позиция довольно однозначная, что Крым принадлежит Украине, и эта аннексия не признается, и это будет повторяться. И вот щекотливый вопрос будет насчет наблюдения этих выборов в Крыму. Видимо, не будет западных наблюдателей. Я думаю, Россия опять будет приглашать каких-то одиозных западных политиков, как таких псевдонаблюдателей, и будет их показывать по российскому телевидению. Мы это уже знаем, это Россия часто делала во время всяких псевдовыборов или псевдореферендумов. Они вот находят такие вот политики, как те, которые сейчас были или которые сейчас в Крыму.
от всяких радикальных партий на Западе, которые потом выступают по российскому телевидению и как бы оправдывают эти выборы. Восени президент Чеської Республіки, так, вже якого обрали другий раз, Мілош Земан, він сказав, що Україні потрібно дати гроші за Крим. Це, скоріш за все, закрите вже питання, і Крим ніколи не буде повернутий до України. Так, він сказав, що можливо буде якась компенсація в фінансовій формі або там нафтою чи газом. З одного боку, це була така проба, так? Бо ніхто там не заперечує, що Мілош Земан має певні проросійські погляди. Проба, як відреагує суспільство. Однак це було досить важливим сигналом, тому що дало зрозуміти, що в принципі в Європі циркулюють такі думки, що на Крим з часом потрібно буде закрити очі. Ваша думка? И не лише в Чехии, але и в інших країнах. Да, есть, в принципе, во всех странах есть политические силы, которые выступают за то, что вот придется с этим смириться, и для них важны хорошие отношения с Россией. Но это обычно радикальные партии, в частности, там праворадикальные, иногда тоже леворадикальные партии. Ну, а Земан все-таки как президент, он некое исключение. Мне сейчас трудно другого политика, я не знаю, как Орбан там выступает, но даже люди типа Орбана, они, кажется, все-таки не признают аннексию Крыма. Да, и поэтому печально, что его переизбрали. Земана — это такой, в общем-то, старый политик, который еще представляет некое такое советское, я бы сказал, прошлое. И это особенно как бы странно ввиду того, что вот Чехия имеет свою историю соотношений с Москвой и Пражской весной и так далее. Есть вот это известное высказывание Джемилева касательно того, что он тогда выступал против введения советских войск в Прагу в 1968 году. И поэтому это все странно, что такого рода сигналы как раз из Праги исходят. Коли ми говоримо на загал про конфлікт на сході України, так, на Донбасі, під кінець року ми багато також говорили на нашому телеканалі АТР, де більшість експертів і політиків сказали, що Мінський процес зайшов в глухий кут. Як його бачать взагалі в Європі, і, зокрема, в Німеччині? Тому що Німеччина є важливою стороною в цих перемовинах. Ну, я думаю, в принципе, и в Германии понимают, что явно Минские соглашения не выполняются, они уже нарушались в первые же дни после подписания, но, с другой стороны, нет другого документа, да, и это вот то, что пока есть, и где есть как бы подписи представителей всех вовлеченных сторон. Ну и вот сейчас появилась вот эта новая идея, то есть она уже появилась в 2014 или в 2015 году, введение миротворческих войск от ООН, и в связи с тем, что Путин сделал некий намек, что он бы позволил бы, по крайней мере, маленький миротворческий отряд. Подарунок с барского плеча, да, так? Но по крайней мере, сейчас есть восприятие на Западе, что, может быть, вокруг этого шага Путина можно развивать некий переговорный процесс в конечном счете, который потом приведет все-таки к серьезной, большой миротворческой миссии, которая будет в Донбассе. И тогда вот эти минские договоренности, видимо, их нужно будет тогда воплощать. Но это будет уже другая ситуация, потому что, видимо, ДНР и ЛНР уже не будет, когда будут эти войска. Ви є іноземним громадянином, який проживаєте в Україні, так, ви знаєте, що відбувається в Європі. На вашу думку, питання Криму. Ми багато говоримо про Донбас, також приділяємо увагу Криму. Наскільки питання Криму є актуальним на європейській арені, так, у засобах масової інформації про нього пишуть, і наскільки суспільства європейські цікавляться, так, різних країн про те, що відбувається в Україні, зокрема в Криму, так, от, наприклад, з правами людини.
Дуже багато засобів масової інформації України, якщо не дуже, то багато говорять про кримських татар, які там переслідуються, яких закривають по тюрмах, і з якими відбуваються ці всі нехороші речі. К сожалению, нужно признать, что большая часть этой информации не доходит до западной широкой общественности. Там есть, конечно, некая политическая интеллектуальная элита, которая это читает и об этом знает, и следит за этими развитиями. Но сейчас такая ситуация, что очень много есть конкурирующих тем, там Сирия, США, Брексит, Турция, которые отвлекают все-таки западную общественность от Украины, не только от аннексии Крыма, но даже от войны на Донбасі. Ви бачите, що Україна має якусь послідовну політику, і принаймні вона визначилась, так, стосовно Криму, чи ні? І що робити? Ну, я бы не хотел это оценивать, потому что, мне кажется, для Украины это очень сложная ситуация, потому что она, собственно, она мало что может сделать. Навіть якщо вона щось буде говорити, так? Ну да, и можно как бы новые законы принимать, как это сейчас было, и объявления делать, но это мало к чему приводит. Я думаю, для Украины как бы есть только два вектора действия. Это, во-первых, внутренние реформы, и тем самым, как это было, скажем, в отношениях Западной и Восточной Германии, создать некую привлекательную модель в Украине, в материковой Украине, которая потом, может быть, сделает Украину как бы привлекательной для крымчан, более привлекательной, чем сегодня. И второе, это вот, о чем мы уже говорили, это строительство неких союзов, альянсов для того, чтобы повысить безопасность материковой Украины и тем самым обеспечить, что, опять же, экономическое развитие. В принципе, вот эти две сферы, в которых Украина может быть активной, а других шагов я тут не вижу. Можно, конечно, еще через международные суды действовать, можно вести информационные кампании, но я не думаю, что это будет что-то в корне менять. У 2013 році люди вийшли, тому що колишній президент України Віктор Янукович не підписав угоди про асоціацію. Так, люди хотіли цієї угоди про асоціацію, вона в підсумку була підписана. Тоді, коли люди виходили на Майдан, а також на площі своїх міст, вони всі вірили про те, що в якийсь момент Україна зможе стати членом Європейського Союзу. Погоджуєтеся, так? Тобто вони були проти непідписання угоди про асоціацію, але кінцевою думкою, кінцевою ціллю українського суспільства було членство у Європейському Союзі. На даному етапі про членство майже не говориться. Якщо час від часу піднімається, то є заяви політики, можливо, через 10 років. Можливо, чи Україні варто вже забути? Ну, это все от Украины зависит. Я не думаю, что это исключен, этот путь, но то, что сейчас на Западе об этом не говорят, это то, что... И навіть в Украине про это не говорят. Ну да, потому что поняли, что этот разговор, он сам по себе ничего не меняет. Украина должна готовиться, должна быть готова к такому заявлению. Сейчас она просто настолько отстает во многих отношениях от этих ЕСовских стандартов, что этот разговор, он настолько теоретический, что западные политики просто отказываются его вести. Есть как бы в договоре о Европейском Союзе, есть эта известная 49-я статья, в которой говорится, что каждая европейская страна имеет право подавать заявление. Ну и можно было бы сейчас, Украина могла бы формально подавать заявление, но она будет отказана, потому что Украина просто слишком далека от всего этого. Чи зможе стати Україна членом Європейського Союзу, маючи конфлікт на Сході? Да, я думаю, что тут не будет какого-то, это не главная проблема, потому что это означало, что какая-то третья страна в виде России могла бы влиять на украино-ЕСовские отношения. Такого не будет. То есть весь вопрос во внутреннем состоянии Украины, воплощении ассоциации, соглашения об ассоциации. Ну вот была вот сейчас статистика
касательно успехов, если это так можно назвать, в воплощении законодательства, которое предусмотрено соглашением ассоциации, и там посчитали, что эксперты, что около 11% тех законодательных изменений, которые должны были произойти за последний год, были проведены. Дякую. И если дальше так будет двигаться, то будет еще долго. Дякуємо Андреасу Умбланду, старшому науковому співробітнику Інституту євроатлантичного співробітництва. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після випуску новин.